Шолпаевым келістер шықтас қайқастық. Небе қомызын жаныя. Шалахаирным ардық шерсулжыларыбыз. Добрый вечер, дорогие друзья. Хакасская республиканская филармония имени Владимира Чаптыкова вновь рада видеть вас сегодня в этом зале. Концерт этот необычный. И необычен он тем, что этот год он объявлен годом литературы. В 2007 году при непосредственной поддержке правительства Республики Хакасия вышла в свет книга «Мой солнечный край», куда вошли драматурги, писатели, поэты Хакасии. Это наше достояние, это наш золотой фонд. Этим концертом мы хотим, как огромный букет, самый красивый и самый дорогой, преподнести нашим великим поэтам, замечательным, и низко им поклониться в знак любви, признательности и безмерной гордости за то, что они помогают нам чувствовать нашу землю, на какой земле мы живем. Они помогают нам гордиться нашим языком. К сожалению, рамки одного концерта не позволяют нам даже перечислить их имена. Но мы постарались построить программу так, чтобы хоть чуть-чуть прикоснуться к их творчеству, к творчеству тех поэтов, на стихи которых были написаны песни. Каждый из них достоин целого сольного концерта. Порой удивляешься, ищешь какие-то слова, вроде бы все понимаешь, душа знает, что сказать, но ты не можешь выразить это. И когда ты читаешь эти стихи наших поэтов, а ведь хакасский язык, он очень глубокий. Так как скажешь по-хакасски, ты никогда не скажешь по-русски. Это смысл другой. Мы не будем вас знакомить с каждым из них автобиографически. Мы лишь с вами полистаем книгу. В этом году наша национальная библиотека имени Николая Георгиевича Домажакова справила свой солидный юбилей. Библиотеке исполнилось 90 лет. И приятно то, что наша библиотека радушно распахивает свои двери для разных встреч творческих, для презентаций книг. Буквально недавно именно в библиотеке Домажакова у нас прошла презентация нового сборника стихов Натальи Ахпашевой «Зеркала в зеркалах». Наталья Ахпашева, наши мэтры стиха, мэтры слова очень высоко оценили ее творчество. Они ее ставят в один ряд с Мариной Цветаевой.
Анатолия Кыштымова мы все называем наш Есенин. Калибр очень высокого класса. Непогода усталая воет. Вот стою при дверях и стучу. Кто услышит, тот мне и откроет. В тьме кромешной затеплит свечу. И одежды свои золотые осушу у чужого огня. Будут ласковы люди простые, незнакомые и не родня. Мокрый ангел в дверь мою стучался, открывала дверь ему, входил, чистым полотенцем утирался, у камина крылышки сушил. А на утро прояснилось небо, проводила гостя за порог. Вот и все, как будто бы не был, не заглядывал на огонек. Беспричинно одиноко стало от пустой домашней суеты. Я в прихожей вытирать не стану маленькие мокрые следы. Мокрый ангел в дверь мою стучался.
Утешаюсь песней юной любви, согревают сердце прошлые дни. Вновь мечтаю услышать голос любви, не остывшие чувства не гаснут они. Все. Я хочу сказать, что, дорогие мои, что сегодняшние цветы, это я говорю очень искренне, что сегодняшние все цветы — это нашим поэтам. Я безумно их люблю. Проводив холодную зиму с пением птиц, журчанием ручья, пришла долгожданная весна.
талантливые, заслуженная артистка Республики Хакасия Мария Янгулова, заслуженная артистка Республики Хакасия Ираида Пашева. Для меня огромное счастье стоять с ними на одной сцене. Счастье мое, счастье, в грезах жду тебя, в свете глаз моих прекрасных ты найдешь меня. Счастье мое, счастье, все песни для тебя в надежде шлет, пылая, душа горячая моя. Удивительно, когда автор стихов может вдохновить сразу нескольких или не сразу композиторов на написание песни. Это так здорово, когда ты соприкасаешься с этим. Так случилось с песней «Парчо». Ее написал Георгий Чубараков. Göksünde kürsülerden süreceğim, göz açık olup sağladım. Вы много раз
слышали эту песню в исполнении народной артистки Республики Хакасия Нины Едемешевой. И мы сердечно приглашаем вас 26 ноября прийти на юбилейный концерт этой замечательной певицы. Я уже говорила, что я планирую сделать цикл концертов композиторов Хакасии. И первым композитором у меня будет Татьяна Шалгинова. Это будет музыка к спектаклю «Аллахтан Хархло», «Одураченный Хархло». И там вы услышите новую парчу Татьяны Шалгиновой. А в самом начале, наверное, одним из первых, эту песню написал Александр Кенель, автор единственной хакасской оперы «Чанархос». В груди моей бьется сердце, от любви потеряв покой. Ненаглядный, любимый, перед взором моим встает.
тихонько играет гармонь. То смеется, то стонет, то плачет. Торопись, подруга, зовет нас гармонь. Накинем платки вновь на плечи. Хайдакша Сесарин поставлен Светлана Табаева сестри. Над белым морем вольных берегов.
сказать, что мы сегодня будем говорить о поэте и о хакасском языке. Венедикт Григорьевич – это наша фамилия. Мы настолько все им восхищены и низко ему кланяемся за то, что он изо всех сил старается, чтобы наш язык сохранился. Он обязательно будет сохранен. Спасибо вам. Для этого нужно кое-что сделать. Более уважительно относиться к своему языку, хотя бы в том, чтобы каким-то образом одно поколение обязательно передавало другому. Но у нас часть нашего поколения, старшего поколения, уже не передает свой родной язык своим детям. Сейчас, когда у нас поступает, скажем, на первый курс окончившие хакасскую школу в хакасских селах, затрудняются сдать экзамен на хакасское отделение по филологической специальности. Это грустно. Вот, и я думаю, в этом в некотором роде виноваты родители. Вот. Об этом много пишут газеты. У меня собраны целые папки статей плачей, напечатанных в Хабаре, где Ичевы, Хакас-Ширы. Вот. Все правильно пишут. Вот. Все должны не только говорить на языке, но и думать на своем родном языке. Вот последняя статья вышла в Хабаре, очень умная, убедительная. Так вот, нужно, во-первых, читать свои газеты, свои книги. Ну, вот с некоторых районов у нас на хакасское отделение уже лет 20 никто не поступает. Венедикт Григорьевич Карагоевич, я думаю, что мы с вами живем на такой святой земле, наши предки просто не позволят, чтобы такой язык Я на исчез. это очень надеюсь. Я вам я буду очень стараться, чтобы он сохранился. Люди искусства – это как раз особые люди, которые живут языком, его жизнь передают своему народу. Вот. Сегодня, на сегодняшнем мероприятии, это самое яркое по жанру произведение, которое должно остаться на памяти у всех, кто здесь присутствует и слушает. Поэт Валерий Майнашев. В этом году мы отметили с вами праздник Великой Победы. 70 лет. Среди многих сборников стихов хакасских поэтов у меня есть сборник, которым я очень дорожу. Когда-то его Валера Майнашев подписал моему папе. Рыштаев Александр Григорьевичка ща арыз шызынға арлысның по книганың эзе. Я всегда смотрю на эту книжку, читаю эти строки
И зная этого великого поэта, я эту надпись обращаю каждому солдату, который ушел на войну. Сколько наших земляков, как и мой отец, прошли эту страшную войну от начала до конца. В моем репертуаре есть песня. Она родилась в один день с романсом на стихи Анатолия Каштымова «Когда мне будет больно». Эти стихи я нашла в один день. Я пришла к композитору Владимиру Раздогордину. Когда мне будет больно, там понятно, там русский текст. Но когда речь зашла о журавлях, Турналар, я ему сказала содержание этого стиха, и он попал в десятку. Это так немаловажно. Это как раз то, когда поэт вместе с композитором составляют единое целое. Это именно то, что заставляет нас трепетать, чувствовать, быть живыми людьми. Не песня, не мелодия отдельно, и стихи. Единое целое. Я бы поставила, не я бы поставила, эти стихи Турналар, журавли, можно поставить рядом с журавлями великого Расула Гамзатова. Но те журавли, а наши Турналар, это особые Турналар. Те, кто понимает хакасский язык, он знает. В этом году у нас в республике произошло еще одно очень значимое событие. Когда-то начинающий композитор, ныне он народный артист Республики Хакасия Герман Танбаев, настолько его вдохновили стихи Валерия Майнашева, что появилась на свет песня «Хакасия». Сейчас изменился текст. Геральдический текст – это особый формат, там другой текст. Но песня Германа Танбаева на стихи Валерия Майнашева, она будет жить вечно. Потому что много раз на протяжении многих лет мне выпадало счастье петь эту песню. И где бы мы ее ни пели, народ всегда вставал. Это нужно обладать какой мощью слова. А в начале всегда было слово, что настолько заставит людей трепетать, откуда в них начинает появляться безумная гордость за свою землю, за свой язык, за свой народ. Где мой цветок, цветок любви? В каких краях или в чьих руках? Кому любовь свою дарит? Мое же сердце ждет, грустит.
друзья, я должна вам сказать, что в этой песне на стихи Валерия Майнаша на стихи Валерия Майнаша «Ханес Парчёзе» есть два варианта. Олега Такаякова и вариант «Это все цветы нашим поэтам». И вариант, который написал наш друг, рано ушедший, которого мы безумно любили, это Володя Санчукашев. Мы с огромной любовью и с нежностью, это был замечательный молодой человек, мы его называли Володя Тимрек. Скажешь, Володя, по-мински, как Тимрек, ты сам там совершенно скоро, буквально она тоже появится в моем репертуаре. И я хочу сказать, что на самом деле это здорово, когда на одни и те же стихи пишут разные композиторы. То же самое с «Белой птицей». Та птица, которую я сегодня исполнила, ее написала замечательный композитор, которая пишет очень много, написала очень много песен на стихи потрясающей поэтессы Валентины Татаровой. Эту песню написала Тамара Магомакова. Есть вариант «Белой птицы» у Татьяны Шалгиновой. Есть вариант «Белой птицы» у Владимира Разготовкина. Это здорово. Спасибо. Евдокия Тыгдыбаева. Великая Тахпахчи. Она писала такие потрясающие стихи. Один композитор напишет песню и становится знаменитым и популярным. Но на стихи Евдокии Тыгдыбаевой написано несколько песен. Это «Счастье матери», «Сын Киштенс», «Щитюэрэнэнер», «Кскухарала». Это все стало нашей классикой. Мне было всего 5 лет, когда мои родители приехали в село Усть-Чуй. Я тогда не знала хакасского языка. Наш дом был рядом с почтой, а Евдокия Петровна, она трудилась. Всю жизнь сознательную до пенсионного возраста она была начальником почты. И для меня было счастье утром встать и скорее сразу бежать на почту. Запах сургуча, особая атмосфера. А Евдокия Петровна, она была низенького роста, невысокого. Ну и я там поменьше. Я прибегала, подпрыгивала и кричала ей: «Тетя Дуся! Тетя Дуся!» Она очень любила со мной общаться. Мы с ней общались долго. Я уже училась в институте, и пока она не ушла, мы с ней очень долго общались. А она оттуда так из-за этой стоечки смотрела на меня. У нее был заразительный смех. Она так выглядывала, сначала хохотала, а потом говорила: «Кильтама!» Я думаю, что когда-то придет время, не когда-то, наверное, нужно уже начать писать книгу. Это те впечатления, которые на самом деле очень дорогого стоят. Именно Евдокия Тыгдыбаева, этот потрясающий человек, она столько сделала для меня, как для певицы, не зная и не подозревая того. Эта семья, супругом ее был Филипп Гаврилович Пытотов. Он очень долгие годы работал в редакции газеты «Ленин Чуалы».
Это та семья, которая хранила традиции наши и была хранителем хакасского языка. В детстве нам было смешно, когда Филипп Гаврилович нас постоянно поправлял. А сейчас я ему очень благодарна. Вальс. Звезды на небе считая, иду не спешая, слышу шелест листвы под блеском луны. Где ты, мой милый, где лик твой любимый? Пою для тебя, всюду вижу тебя. Николай Георгиевич Домашаков, знаете, когда я впервые познакомилась с песней «Тарина», меня в дикий восторг привело слово «мандолин». И знаете почему? Мой папа потрясающе, виртуозно играл на этом редком инструменте. Мы очень бережно храним до сих пор этот инструмент. В свое время он играл в военном оркестре. И в детстве я помню, как только у папы начинали вот так шевелиться пальцы, я уже знала, что нужно достать мандолину, что будет концерт. Как он играл!
как он божественно играл. Он был самоучка, но играл. Удивительно то, что насколько Николай Георгиевич сумел передать дух советского времени в этой песне. Избач — это, оказывается, завклуб. Когда мне в руки попала зелененькая книжечка маленькая романа Николая Георгиевича Доможакова «Рахалда» в далеком Маале, я тоже ее очень бережно храню. Это первый роман в хакасской литературе. Я зачитывалась им. Насколько мастерски он описывал все. Ты становился невольным участником всего того, что происходит. Ты начинаешь чувствовать запах травы, ты знаешь, в чем одеты эти люди, о которых идет речь. Это перо мастера. Дорогие мои зрители, сегодня в этом зале присутствует очень дорогой для меня человек, которая всю жизнь проработала завклубом. Сейчас она, конечно, директор ДК, но это бессменный завклуб села Усть-Чуй. Людмила Самуиловна, вы где? Хайдазар. Поднимитесь, похлопайте. Именно в вашем лице я безумно благодарна всем нашим завклубам. Тогда, конечно, это было гораздо интереснее. Мы все с вами в большинстве выросли в советское время. Днем эти люди, доярки, скотники, механизаторы, они днем работали, а вечером все бежали в клуб. И все становились артистами. И какими? Это сейчас. Селфи. Но если взять эту сторону, тогда было интереснее, правда? Но прогресс — это прогресс. Время идет, его не остановишь, но мы будем с огромной теплотой вспоминать те дни. Эх, Тарина! Эх, Тарина! Пой до самого утра! В клуб спешат к тебе, Тарина, старики и детвора. Клуб
Песня любви. Ах, стихи. Юра, первую строчку дай мне. А, Кускухарова, да? Ой, прошу пардон. Да. Знаете, мы не так часто с вами видимся. Может быть, именно сегодня у кого-то из вас, дорогой наш зритель, день рождения. Может быть, был недавно буквально. Ни у кого. В октябре ни у кого. Когда у вас день рождения? Как тебя зовут? Анна. Анечка. Там еще дитё вставало. А там кем был? Вот. Не зря, наверное, поднялись дети, потому что вы просто будете обязаны учить хакасский язык, потому что мы все очень искренне поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам здравия, крепкого-крепкого, счастья и прекрасной, замечательной учебы. Радуйте своих родителей, и эта песня звучит для вас. Лучистые звезды мерцают вдали, осенние ночи поют о любви. Зовет огонек твой в степи, вдалеке, и верю, вернется любимый ко мне. Oh
в груди. Быть может, тот ветер, что веет в степи, напоет любимому песню любви. Хакасия край мой, озерных глубин. В них смотрят саяны глазами вершин. В священных курганах вся мудрость твоя. Хакасия край мой, святая земля. Именно эта святая земля вдохновляет наших поэтов писать о родной земле, о нашем родном хакасском языке и о своем народе. Великий поэт Хакасии Моисей Боимов: «Я понял долг и путь поэта, идти не узкой тропой, идти дорогой широкой, которой весь народ идет. Лишь этот путь певца ведет к неиссякающим истокам».
радуга играя, сверкая, с ручейком играя, все цветы степные вмиг очаровала, шелковыми нитями вышиваю радугу. Не исчезнет свет ее в ручейке поющий. Что загрустил ты, цветок мой белый, в степи широкой склонясь печально, ковыль высокий, шуршая смело, к тебе нагнулся в надежде тайной. Душа
вечер нас обнимает, любовью наполнены наши сердца, и тают в тиши голоса. Черемуха душистая, спешу к тебе весной вдохнуть
аромат твой нежный, любоваться одной тобой. Уважаемая родная Людмила Александровна, большое спасибо за прекрасный концерт. Вам, Марии Ангел, Ира Пашевой, хореографической труппе «Вульгер». Вот. И что бы хотела сказать, что мне очень приятно, что мои современники, вот Леонид Бурнаков, которым я с Таштука ездил на велосипед на кладбище, как учитель нашей талантливой Людмилы Александровны. Вот сегодня Вася Барашков, он ко мне приезжал в Таштык, тоже мы, грубо говоря, обмывали новый сборник его стихотворений с Николаем Кинниковым. Я желаю творческого долголетия, Людмила Александровна, но могу сказать, что маленькую неточность сказали. Сейчас я вам объясню. Хакас написал в Таштыке в 91 году
оперу «Алки Глери», песня Алла, которую Чикаген в прошлом году поставил Наска. Я очень рад, что эта опера пьеса прозвучала. То есть я выполнил просьбу, в письмах он мне писал, моего старшего друга, наставника, классика хакасской литературы Николая Тинникова. Я верю, что ты знаешь, что ты патриот, я тебе дарю вот это вот крупное произведение. Теперь вторая опера. Вот эти 24 годика. А вот это вот «Благословение Матери Огня», запись Николая Федоровича Катанова. Я очень благодарен Галине Григорьевне Казачиновой и Валентине Гавриловне Татаровой, что они меня в 1955 году все-таки уговорили написать. Я написал для хакасских инструментов хайджи, сопрано, меццо-сопрано. 40 страниц, там 88, а здесь хайджи. И вторая опера хакасская «Водевиль», «Братья-охотники» Сергея Малышева. Ну, вы знаете, его мышка вот, талантливо исполняет. Это я вам, Люда, тебе, давай так по-свойски, раз мне 71 год. И вот это вот 7 песен на стихи Валентина Гавриловна Шаубаева, моей землячки, Сташуцкой. Тут есть и Каркения Башева, Тинникова, и Игната Мягашева. И Людочка, вот так вот мне 71 год, когда-то мне посчастливилось в Жарках солистом петь в колонном зале, по интервью, ну не буду махтынить, но было, тенорок был. Я все-таки постараюсь душевно, Людочка, для тебя можно так? Ну, в 71 год можно уже так. Потому что для тебя исполнить свой роман с пожеланием, благопожелание, тебе судьба благоволит. На стихи члена Союза писателей России и нашего баканского поэта талантливого Валерия Полежаева. Людочка, от чистого сердца. Тебе душу судьба благоволит, минуты тяжких испытаний. Она от горестных страданий. И хоть дано вам пронести наш тяжкий Божий крест незримо, дай Бог сказать в конце пути все в этой жизни объяснимо. Дай Бог сказать в конце пути все в этой жизни объяснимо. Хранит тебя твоя судьба, все в твоей случайной власти. И творчество, любовь твоя, и завтрашнее твое счастье, и творчество, любовь твоя, и завтрашнее, родная, уважаемая Людмила, ваше счастье. Композитор Анатолий Токмашев. У меня много его песен, но я всегда удивляюсь, как этот человек, совершенно не зная хакасского языка,
он всегда попадает в самое зерно песни. Однажды у меня был такой момент, когда он пришел к Саше Киштееву в гости, а я вышла случайно на балкон. «Привет, привет, как дела?» И он мне кричит: «Люда, у меня песня есть новая». Я говорю: «Ну, напой». Он немножко напел эту песню. Я сказала: «Беру». И так в моем репертуаре появилась песня «Щедр салгамин Турбан». Это потрясающая песня на стихи Якова Тесперекова. Когда я впервые прочла стихотворение Якова Тесперекова, я плакала. Плакала такими теплыми, хорошими слезами, что он, именно Яков Теспереков, сказал то, что хотела сказать я. Köksemden sıkan göklerim, Kulakşonuma atıp sığarşam, Üstümden gelgen üstü günlerim, Ecel şiirine köylenip sıkşam. Hayran şüregim, Haynapla sıkşa, Hakas şiirimle men adapşatsam. Harastırgananın tağları, Tıgınrақтың көгершелер. Ирбәлләр үскән, илнең шазлары, изе тозылбас шайхылчалар. Песни, звучащие во мне. Мелодий бег, взволнованность души дарую я родной земле, народу моему.
русская земля. Она вырастила замечательного великого художника Михаила Бурнакова. Это Хайджи, сказитель Афанис Бурнаков. Это золотой голос Хакасии, музыкант, педагог Леонид Никитич Бурнаков. Это Евдокия Тыгдымаева. Я выросла на этой земле. Эта земля подарила нам великого хакасского поэта Михаила Кичитякова. Я в переселение душ не верю. Но когда бы предложили мне, я бы хотела не птицей и не зверем, кедром стать в родимой стороне. Осенью, когда желты деревья, или когда весь мир под снегом бел, где-нибудь в тайге или в деревне, я один бы вечно зеленел. На яру высоком, на рассвете солнце освещало бы меня. Радовались птицы бы и дети, глядя на могучего меня. Мои кедровые орешки, что послаще множество других, я ронял бы в руки людям здешним в виде крепких шишек смоляных. В землю милой Родины глубоко врос бы я. Попробуй, свороти, до меня, завидев издалека, каждый торопился бы дойти. Летом тень дарил бы я густую, от дождя под кроной укрывал. Вечную, великую, простую истину бы людям открывал. Как бы ты ни жил, и что б ни делал, путь один среди множества путей. Благо жить на свете этом белом, если сам ты благо для людей. Поэты Хакасии, какие вы мощные! Какое счастье купаться в своем родном хакасском языке. Язык хакасский мой, освещенный богородской травой, Тасхылом назову, шумящей тайгой, и мудрой матерью, и Нысай рекой. Не исчезай, кем стану я и народ мой.
барам. Dağların bozkasın, tozulmasine saysımızın. Çiğnemli hayhat yazın, tükenmez parması yerzin. Язык хакасский мой, освященный богородской травой. Не исчезай, кем стану я и народ мой. Людмила Александровна Сейдахбердер. Людмила Арыштаева Хакас ширының испайы. Аны идех хайралирка керек, улуғлирка керек. Пістің көп болсынманды чаячылар, елбек рыжылар. Мен кеше Хакас ширінде болғам. И уға қонсын анақтың сықым. Пістің газеті 1700 тиражды. А Хакасия 5000 артық ағыл тежілушыларын. Мен сақшым, пістің жеріпске қынғыныз. Чонымсқа қынғыныз. Ол газета пасын қынып боларух. Сұрмыншам прай писательердің Алтынай Крыкстың атының, прай пістің интеллигенцияның атының сұрмыншам пас салаңар.
пус газетасына, Улуғылаңар пус газетасында Карпов ұсқыз патриот болсыз, тіліміз қашындар чіпіз, қашында хақас жер үйінілер, қашында хақастар көп боларлар, үйінілерлер, біз жақсы жүқтербіз, хықшым райларына, басықсаларға пус газетасына. Сегодняшний руководитель Союза писателей Хакасии Альбина Васильевна Подбежетова, член Союза писателей России. У нас сегодня настолько такой праздник, Союз писателей, все родственники вот этих вот наших, я не побоюсь слова, великих наших поэтов. Люда, Людмилочка наша, настолько мы тебе благодарны за то, что вот память наших поэтов, во славу наших поэтов, ушедших и ныне живущих, но просто вот сердце трепещет, и низкий-низкий тебе поклон. Людочка, здоровья, сказать, вот такого не было вечера никогда, сказать, что проделана огромная работа, это ничего не сказать. Вы видели, сколько вложено труда, сколько, с каким изяществом, с какой легкостью она сегодня вела сама концерт, и сколько за этим стоит труда. Я также благодарю девочек наших еще, Абахаих старосты, красавиц наших, умниц. Трио, да, такое трио, Янголова Мария, где их не видать сейчас уже, Мираида Пашева, вот наше великолепное трио. Всем вам от нас большая благодарность. Людочка. Душа Хакасии песней прилетела к нам, и священным крылом задела наши сердца. Людочка, улу волос, исчезла. Я была у истоков, когда она это задумала. Она вся горела, она вся пылала, и вот это исполнилось. Алгас. Я здесь ни при чем. Я просто родилась на этой земле и выросла в пекле хакасского языка теща Ерунда. Она на родитель шеппаспа, а кусмага пише, ширм, шоным, ойнағылы сөз немесіл шоным. Менің шонымның қарықтарым, мен сармызым, сырырдың өкері қырықтарымны, сырыр постарым, қайшымда көрінді сағымды қаржыда тұрзар, көр болбасар. Медекі қарамның оларды көршім. Анда правильно пазылық. Қайтақ сақыстыр, қайтақ ашырғыстыр сырырдың, қайтақ өріністер, аны мен прайқылық үшін. Ақ көз маға менің шерім, менің тілім, сырырдың өкері қырықтарым көрші. Солзен. Нехватка Ивановна, супруга Татьяна Романовна. Это потрясающие поэты на самом деле. Это действительно те великие кедры могучие, которые будут зеленеть вечно. Наши поэты, поэты Хакасии. Я желаю вам всем здравия крепкого, мира в душе, удачи, любви. Щирых сөйлемеңсің, шоңық счастливых болсын. Тіліміз, біздің татылық хакас тіліміз, қашан та үзілмесін. Қаным жоқтыр.